Быть телеведущим – это очень тяжелый труд, особенно для тех, кто ведет прямые эфиры. Ведь это большая ответственность. Здесь нет права на ошибку, нельзя запинаться и отвлекаться на эмоции. Никаких дублей, все происходит здесь и сейчас. Профессионал должен уметь гладко выходить из любого положения и при этом не растеряться. Одно дело – новости. Ровно к полудню Хава Султыгова встречается со своим зрителем и в течение 15 минут рассказывает об актуальном в регионе. Через несколько минут на Назрань-арене начнется спортивная программа 7-го фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Здесь все отточено и сложностей не бывает. Другое дело – многочасовые прямые эфиры. Каждому знаменательному событию в регионе наш канал старается сделать так, чтобы даже те, кто не присутствовал на мероприятиях, смог окунуться в атмосферу праздника, сидя у себя на диване. Будь то День Республики, Кавказские игры, 9 мая или битва в горах. Добрый день, уважаемые телезрители! Я рада вас всех приветствовать на большом празднике, посвященном годовщине 25-летию нашей любимой, единственной и неповторимой республики Ингушетия. Телеведущая Лилия Измайлова делится: во время работы на прямых включениях главное побороть волнение. Здесь очень важна поддержка всей команды – соведущего, оператора и режиссера. Многое зависит от тебя, от того, как ты скажешь, как ты это преподнесешь и сумеешь ли ты донести до телезрителя то, что действительно происходит, допустим, на месте, да. Первый прямой эфир — это был День Республики прошлого года, когда сказали, что я должна выйти. Я понимаю, что это будет действительно без дубля, и когда мы шли уже на площадь нашу, Алания, я уже понимала, что я хочу вернуться назад. То есть это было очень опасно на самом-то деле. По спортивной части Тамерлан Хамхоев, корреспондент и комментатор. На важных состязаниях его задача не просто в режиме реального времени рассказывать о последних новостях, но и делиться эмоциями, рассказывать о том, что остается за рингом. И даже посекретничать со зрителем, о чем переживают спортсмены, выходя на бой. Мне кажется, зрителям как раз-таки будет гораздо интереснее увидеть эмоции и корреспондента, и того, кого ты записываешь, потому что человек не может скрывать своих эмоций, особенно когда побеждает твой земляк. В нашем случае это Моусри Ивлоев. Я помню ажиотаж, который творился вокруг этого боя до самого поединка и во время него. Особой выдержкой должны обладать и операторы, которые зачастую на прямых эфирах должны неподвижно снимать по 5, а то и 8 часов. Может меняться время суток, погода и события на сцене, но операторы не отходят от камер ни на минуту, потому что именно его глазами праздник видит вся республика. К примеру, вот новогодние ночи бывают трудные, холодные, руки мерзнут, ноги мерзнут. Ты должен стоять на одном месте, снимать. А так, если бы ты мог туда-сюда передвинуться, тогда чуть-чуть теплее было. А так стоять на одном месте и в такой мороз снимать это. И все равно работаем, не жалуемся. Понимание того, что происходящее на экране – это прямой эфир, вызывает у зрителя особый интерес. Именно поэтому онлайн-вещанию отдан большой приоритет. Есть на национальном и передачи, которые выходят в прямом систематически. К примеру, программа «Главное», в которой непосредственное участие принимают сами жители республики. Дозвонившись в студию, можно рассказать компетентным лицам о проблемах насущных. Минимум 2 программы «Главное» должны выходить в прямом эфире. Ну вот последняя моя программа «Главное» была с исполняющим обязанности замминистра образования. Вот мы с ним в 17:00 сели в эфир, чтобы поговорить о том, вот, о подготовке школ к 1 сентября. И что вы думаете? Начали люди звонить не только о подготовке школ, но и о проверке результатов ЕГЭ, вот, о вакансиях учителей и так далее, так далее, так далее. То есть на самом деле стоит интересному человеку оказаться в студии, звонков шквал. Важные политические события в долгий ящик также забрасывать нельзя. Ежегодное послание главы республики Народному собранию или диалог с народом обязательно в прямом эфире. Сюжет подходит к концу, а я передаю слово Амирхану Дзортову, который в эту минуту находится в студии.